Здравствуйте, в эфире программа про деньги, и сегодня мы говорим о том, как цифры превращаются в реальные продукты и услуги, социальные контракты и новые рабочие места на карте Якутии. Уходящий год был непростым для экономики. Санкционное давление, логистические сложности, аномальные паводки в районах. Но, несмотря на это, Фонд развития предпринимательства Якутии отчитался о рекордных объемах поддержки. Казалось бы, парадокс. Но на самом деле это аксиома. Когда бизнесу тяжело, институты развития должны работать активнее. И, судя по отчетам Фонду развития предпринимательства, это удалось. Также мы поговорим сегодня о новых, на первый взгляд, экспериментальных продуктах. Деньги под залог интеллектуальной собственности и как оценить идею дизайнера или программиста в условиях Крайнего Севера сегодня узнаете в нашей передаче. И отдельная тема – это поддержка тех, кто сегодня в особом приоритете. Это участники специальной военной операции и жители пострадавших от паводка районов. О том, как фонду удается балансировать между финансовой устойчивостью и социальной миссией, мы поговорим с директором Фонда развития предпринимательства Якутии Петром Федоровичем Максимовым. Петр Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и первый вопрос. Давайте вот по итогам года, я уже озвучила, да, что по итогам года фонд направил на поддержку бизнеса рекордные суммы. При этом вам удалось сократить просроченную задолженность. Расскажите подробнее нашим телезрителям, как вам это удалось и какие перспективы вы видите в дальнейшем. Во-первых, Фонд развития предпринимательства Республики Саха-Якутия существует на рынке уже 32-й год. По итогам 2025 года мы работали по трем деятельности. Первое – это микрофинансирование. Субъектам малого и среднего предпринимательства выдаем микрозаймы до 5 миллионов, до 3 лет. Второе направление деятельности – это предоставление поручительства, когда уже бизнес обращается в финансовые учреждения, в банки, иные финансовые учреждения, мы поручаемся в качестве залога, да, поручителя. И третье направление, то, что до 2021 года наделено фондом, Фонд развития промышленности Республики Саха-Якутия. Да? В этой сфере мы помогаем обрабатывающей промышленности, предприятиям, которые что-то делают. Да? Им выдаются крупные суммы от 5 миллионов и выше, до 5 миллионов. Средняя ставка где-то 5-6% годовых. Так, вернемся к первому направлению по микрофинансированию. Порядка 254 субъектов малого и среднего предпринимательства смогли получить микрозайм на развитие своего бизнеса. За 2025 год мы выдали почти 700 миллионов рублей. По поручительству. Благодаря поручительству фонда мы поручились где-то на 450 миллионов рублей. И благодаря поручительству фонда бизнес смог взять с банков 1 780 миллионов рублей для реализации своих проектов. И по фонду промышленности мы смогли оказать нашим предпринимателям с обрабатывающей промышленности на сумму 115 миллионов рублей. Конечно, по фонду промышленности было бы и больше заявок, но имея капитал 500 миллиарда рублей, то, что вернулось, мы сразу отправили в работу другим промышленным обрабатывающим предпринимателям. И получается, вот вы говорите капитал, то, что вернулось. Получается, у вас очень хорошо, вы работаете с теми, кто у вас берет займы. Да? И эти займы же возвращаются, то есть здесь идет такой, оборот средств такой у вас стабильный. Здесь 3 разных капитала, по микрозайму отдельно, общий наш капитал там 1 700 000 000, по поручительству у нас отчитались к концу года почти 900 миллионов, и по фонду промышленности где-то 500 миллиарда. То есть эти деньги никак не пересекаются, они по установленным нормативно-правовым актам уходят там, куда должны работать. В целом миссия фонда такая — поддержать вообще предпринимателей, да, тем больше начинающих предпринимателей поддержим. В принципе, это наша миссия, да. И поддерживать, конечно, предпринимателей, которые другие какие-то направления открывают. И в целом я считаю, что мы эту миссию выполняем, да, не сидим там с предпринимателями, которые там уже на ноги встали, им выдаем, там проценты зарабатываем и операционные свои расходы закрываем. Нет. Мы боремся с уникальными предпринимателями обязательно. Мы ввели даже ограничения, такие как
аффилированные лица, что аффилированные лица лимитировали этих аффилированных лиц. И эти аффилированные лица могут взять максимум 5 миллионов раз в 2 года. То есть раньше мы замечали, что по одному аффилированному компании заходит там 3-4 предпринимателя, и конечный бенефициар там получает порядка 15-20 миллионов рублей. И в случае чего все это выходит на дефолт. Мы ввели ограничения по поручителям, по залогодателям, по финансовому связи, да, юридическая связь. Все это ввели, и при рассмотрении каждой заявки смотрим выписки банков, да, если у них систематические переводы денег друг другу, это уже аффилированные лица. Данную тенденцию в 2023 году Центральный банк Российской Федерации отметил, сказал, что у вас уникальных предпринимателей очень много, не одни и те же предприниматели у вас берут меру господдержки в виде микрозайма. Вот. Потом какие вот раз в 5 года, да? раз 5 миллионов, раз в 2 года. Мы последние 4 года проанализировали, увидели, что один и тот же предприниматель берет 5 миллионов, через 2 года основной долг остается где-то 3 миллиона, подает вторую заявку, и они всегда, оказывается, сидят на остатке с долгом 5 миллионов рублей. Да? То есть 5 миллионов всегда у них долг. И увидев это, чтобы другие предприниматели смогли пользоваться тоже мерами господдержки, они могут взять в 2 года только 5 миллионов, и после полного погашения этого микрозайма только имеет право повторно обратиться. То есть федеральный закон как бы позволяет все это дело, но мы своими нормативно-правовыми документами такой контроль сделали. Почему мы это сделали? Мы где-то работаем в год, 1500 предпринимателей где-то проходят через наши фонды, а предпринимателей в республике там более 46 тысяч предпринимателей. То есть охват такой небольшой, но тем не менее предпринимателям пытаемся помочь, поддержать, чтобы их идеи были реализованы. Конечно, чтобы самое главное ведь это дать предпринимателю надежный ресурс. То есть надежный источник, пусть даже кредитных, заемных средств. Но каждый предприниматель, мне кажется, это честно, вот вы представляете свою работу, каждый предприниматель должен знать, что он, придя в фонд, он гарантированно может получить поддержку у вас. Вот вы сказали уже, что вот за 5 лет ваш микрофинансовый портфель вырос с 465 миллионов до 900, да? И вообще объясните, пожалуйста, вот телезрителям, наверное, непонятно, да, как формируется, что это за деньги, и может ли простой житель республики увидеть, где именно работают эти средства? Например, в виде новых производств, новых каких-то заводов, не знаю, вот чего? Это вот вы имели в виду гарантийный капитал гарантийного фонда, ну, гарантийной деятельности. Гарантийная деятельность — это когда вот предпринимателю уже 5 миллионов не надо, они обращаются в банки там, за 10 миллионов, например, да, и говорит, мне нужно 10 миллионов, банк, конечно же, затребует залог, он говорит, предприниматель говорит, у меня только машина на 3 миллиона, найди залог на 7 миллионов. Он говорит, ну, фонд развития предпринимательства 70% залога, который вы требуете, закроет поручительство. Вот так система работает. Для этого государство доводит до фонда гарантийный капитал, который ни в займ не идет никуда, он лежит на расчетном счету Фонда развития предпринимательства. И в случае, если данный предприниматель не погасит перед банком, банк предъявляет Фонду развития предпринимательства требования, как у поручителя, и взыскивает эти деньги с этого капитала. Вот. Этот капитал работает в каком формате? Он работает, лежит на расчетном счету. В случае дефолта мы оттуда выплачиваем, а в свободное время оно, согласно требованиям Министерства экономического развития Российской Федерации, должно находиться в больших крупных банках в депозитах. То есть как мы смогли увеличить вообще гарантийный капитал за эти 5 лет? Да? Ну, сыграла ключевая ставка. Да, конечно, вот ключевая ставка сыграла большую роль для увеличения. То есть, и второй момент, почему она увеличилась, мы мало выплачивали дефолтов. Если мы за 5 лет поручились на 4,5 миллиарда рублей перед банками,
Но предприниматели при этом получили 12,5 миллиардов рублей кредитных средств, банковских гарантий на реализацию своих проектов, исполнение разных госконтрактов, муниципальных контрактов. Мы выплатили дефолтов за 5 лет на 12 миллионов рублей всего лишь. Всего. То есть Поэтому вот да, это вот почти 0, сколько-то там процентов. Это вот грамотная работа привело к увеличению гарантийного капитала. Все, что там в депозите зарабатывалось, оно ежеквартально увеличивало портфель. Ну и благодаря поддержке главы Республики Саха-Якутия Арсения Сергеевича Николаева, да, в 2022 году они с региона докапитализировали на 150 миллионов. Оно тоже сыграло очень большую роль. Тем больше капитал, тем больше мы поручаемся. То есть, имея, вот, например, 900 миллионов сейчас капитала, мы можем практически поручиться на 5-6 миллиардов рублей. Это вот мультипликативный эффект нашего поручительства, она такая. Но здесь дефолты почему не выплачивались? Ну, возможно, банки хорошо оценивают. Там система работает такая. Если ты фильтр банка прошел, одобрение получил, то заявка отправляется нам. Если в банке тебе отказали, мы поручительство не предоставим. Здесь вот тесная работа с нашими партнерами-банками, как Алмаз-Эргенбанк, как Сбербанк, крупные кредиторы, да, с ними активно проработали, и вот получилось, что получилось, да, что предприниматели хорошо возвращали свои займы, кредиты, соответственно, наши поручительства тоже вот завершались. Вот, поэтому мы это вот сделали очень хороший шаг для увеличения капитала. И сейчас возможности у гарантийного фонда очень большие. Они могут и на очень большие суммы поручиться. Лимит на одного клиента предпринимателя сейчас выросла от 35 сейчас до 78 миллионов рублей могут поручиться. Ну, на одну сделку раньше мы выдавали максимум 25, сейчас гарантийный фонд выдает на одну сделку уже 30 миллионов. То есть уже имея хороший капитал, они могут больше оказывать поддержку нашим предпринимателям. Вот так работает вот гарантийный капитал по деятельности поручительства. Получается, что Фонд развития предпринимательства Якутии выполняет сразу две функции. Он и предоставляет микрофинансы для предпринимателей, и предоставляет гарантийный капитал. То есть здесь как гарант выходит, да? Гарант перед банками. Гарант перед банками. Но мы сейчас гарантийную деятельность вообще отделили, да, несмотря на сложную ситуацию, мы вывели его как отдельное юрлицо. Оно было продиктовано приказом Министерства экономического развития Российской Федерации, которое вышло в 2021 году под номером 142. Ну, более 4 лет мы шли к этому разделению. И в январе 2026 года вот капитал 900 миллионов мы передали гарантийному фонду Республики Саха-Якутия. Сейчас уже имеется целый гарантийный фонд Республики Саха-Якутия, который чисто будет заниматься предоставлением поручительств и гарантий. Ну, оно почему сделано? Потому что микрофинансовая деятельность, вот где мы микрозаймы выдаем, оно находится под жестким контролем Центрального банка Российской Федерации. И находясь в одном ИНН, ОГРН, да, в одном юрлице, гарантийная деятельность тоже подпадала под требования Центрального банка. И, конечно, при ежегодном ранжировании корпораций МСП Российской Федерации друг друга не тянули вниз. То есть мы не могли попасть там, в топ-20 лучших государственных микрофинансовых организаций, топ-20 гарантийных организаций. И, конечно же, основная проблема, чего лишились предприниматели Якутии, это вот когда получали микрозайм, они не могли воспользоваться поручительством. Потому что здесь левой рукой я выдавая микрозайм, сам себе же не мог поручиться, да? То есть имея даже отдельные капиталы, я этого не смог делать. Это вот невозможно. Поэтому сейчас вот гарантийный фонд отделился. В скором времени мы сможем пройти у них аккредитацию и подпишем соглашение о сотрудничестве. Тогда все микрозаймы, которые мы выдаем до 5 миллионов, где-то половина, 30%, даже где-то 70% от суммы полученного займа будет обеспечена гарантийным фондом. Это вот на самом деле очень колоссальная поддержка для субъектов малого и среднего предпринимательства. До этого они всегда залог предоставляли личные дома, машины, соседи, родственники, квартиры, мамы, папы. То есть сейчас этот инструмент, если будет между нами работать, то предпринимателям не так сложно будет
получать микрозаймы. То есть в этих соображениях мы это отделили, и зная, что мы скоро разделимся, мы уклон большой сделали на увеличение капитала, чтобы этот гарантийный фонд уже работал. Я знаю, что вы являетесь участником деловой миссии Торгово-промышленной палаты «Деловая Якутия», и вы ездите по районам, буквально проводя мастер-классы, тренинги, то есть вы полностью объясняете весь функционал. Расскажите, пожалуйста, подробнее, где вы были и куда вы планируете в ближайшее время съездить в рамках этой миссии? Вот сотрудничество с Торгово-промышленной палатой у нас началось с начала 2023 года. Мы активно уже вовлеклись и в членство Торгово-промышленной палаты, и начали уже совместные мероприятия. Да? То есть до этого, как бы до 2023 года мы в основном выезжали сами. Масштаб у нас не такой большой был. Приехал фонд. Там пару предпринимателей, кому надо, собирались. Там 3, 4, там 10, 15 предпринимателей. А с Торгово-промышленной палатой немножко получилось по-другому. Это у них масштаб большой. Это вот предпринимательское сообщество, один из основных, да, китов страны. И сама Марина Олеговна всегда выезжает, да, на уровне уже глав, на уровне там, управления экономики по предпринимательству, там, полные залы предпринимателей. И мы с Мариной Олеговной договорились, что давайте вот трек для нас сделайте, для финансовой поддержки. И мы со своей командой поедем. Мы вот в Нейрюнгри были, в Алданском Улусе были, Усть-Алданском, Мегино-Кангаласском, да, и Горный район, Намский Улус. Вот везде мы со своей командой просто вот собирались. Ну, мне понравилось, потому что и мы встречались, и уже предпринимателей много бывало, да, во-первых. Во-вторых, предприниматели очень занятые люди, да, на самом деле их 100 раз не соберешь. Ну да. Да, вот торгово-промышленная палата раз собрал, да, что не поехать и рассказать. Благодаря этому предприниматели уже знают, да, что есть, оказывается, мера господдержки, фонд развития предпринимательства Республики Саха-Якутия, что они реально предоставляют микрозаймы для развития бизнеса на льготных ставках. Льготная ставка — это вот где-то последние 5 лет средняя ставка 8% в годах. Я думаю, это на самом деле очень хорошая ставка для развития своего бизнеса. И сейчас вот я, наверное, переведу наш разговор в другую тему. Вот я сама являюсь представителем креативной экономики, я работаю в сфере культуры, вот, и хочу у вас спросить, вот какие продукты, ведь у нас сейчас Якутия двигается именно в сторону, в направлении развития креативной экономики. И какие, например, может, продукты какие-то вы используете, может, как-то вы взаимодействуете с представителями из креативных индустрий. Вот расскажите об этом подробнее, потому что это ведь интересно. Ну, вообще, как руководителя фонда, наша миссия же поддержать предпринимателей, да, то есть как руководитель должен всегда знать тренды, да, на что вообще сейчас интерес у предпринимателя, какие предпринимательские направления развиваются и вообще какие спросы бывают вообще у предпринимателей. Много общаюсь с предпринимателями, заходят в кабинете, их слушаю долго, да, конечно, много времени на это, может, иногда трачу, но тем не менее я получаю информацию от предпринимателей вообще в чем суть, да, их потребность. И благодаря тому, что вот на Министерство предпринимательства, торговли и туризма, наш основной учредитель, поддерживает все наши идеи начала, мы вот придумали вот такой продукт, как ЧС, да, вот по креативной индустрии мы тоже смогли сделать продукт, креативная индустрия. Туда входят акведы, которые вот креативом занимаются, записывают, где кино снимают, да. И там основной нюанс это льготная ставка, где-то 7-6% годовых. И второе изюминка — это вот можно заложить интеллектуальную собственность. Как Здесь, в залог, получается. Как в залог, да. Но этот продукт мы запустили в прошлом году. Сейчас там порядка 10 предпринимателей взяли микрозаймы, но тем не менее никто еще не смог заложить свою интеллектуальную собственность. Мне стало интересно, почему это не делается. Выяснил. Причина в следующем. Оценочные фирмы, которые работают официально на территории Республики Саха-Якутия, еще не научились оценивать интеллектуальную собственность. Этот тренд только приходит. Например, одна фирма обратилась к оценочной фирме за своим оценкой со своего продукта. Оценили. Где-то оплатил 250 тысяч, его продукт оценили на 250-300 тысяч. То есть как бы не та трата, да, поэтому
В январе мы уже смогли заключить с московским вузом. Мои сотрудники группы залогового обеспечения сейчас проходят онлайн-обучение по оценке интеллектуальной собственности. То есть до этого они сертификаты обучения, дипломы тоже получили по оценке, чтобы наши предприниматели много денег не тратили на оценочную фирму. То есть мы всегда сами оцениваем. Если они не согласны, они могут обратиться. Но как 98% практика показывает, они не обращаются и соглашаются нашим оценкам. То есть они профессионально работают в этом плане. И сейчас, когда закончат, я очень надеюсь, что мы бесплатно им будем оценивать интеллектуальную собственность. Вот это кино, всякие вот IT-продукты, да, и тогда вот эта креативная индустрия, продукт, начнет работать. То есть сейчас загвоздка вот реально в оценке. То есть мы сами не умеем, оценочные фирмы не умеют, и в связи с этим мы его залог тоже не принимаем. Но продукт работает, действует. Те, которые имеют АКВЭДы по креативу, они получают по ставке 6-7% годовых на эту деятельность. То есть мы и малобюджетные фильмы поддерживаем, да, они вот 2-3 миллиона берут на снятие фильма. За полгода его выпускают на кинотеатрах Республики Саха-Якутия. И где-то вот в среднем же все равно 13-15 миллионов кассового сбора собирает. Вот здесь мы тоже вот хорошо поддерживаем. Ну, в этом и заключается уникальность якутского кино, которое все отмечают уже даже на федеральном, даже на мировом уровне. Конечно. Уже. Мы про федеральный уже не говорим, да. И вот вы тут сказали, очень много сказали о мерах поддержки, о своей социальной работе. Но ведь у нас еще появляется новая миссия, да, это поддержка участников специальной военной операции. И вот буквально на днях у вас прошло мероприятие, и вообще как фонд собирается ли, или уже разработали ли какие-то продукты для тех участников специальной военной операции, которые решили себя попробовать в предпринимательстве. Расскажите об этом подробнее. Ну, в целом-то сейчас по стране идет, да, поддержка участников специальной военной операции. Мы как государственное все равно предприятие, фонд, отхватываемся под эту волну. Ну и в целом вообще, когда уже СВО началось, мы и волонтерством помогали, и пожертвованием помогали, и там ежедневные 1% ежемесячной зарплаты постоянно отправляли, привлекали волонтеров, которые работали в пунктах, да, и в военных комиссариатах тоже. Потом все-таки пришло время, люди начали демобилизоваться, и мы придумали 2 продукта для демобилизованных участников специальной военной операции. Первый продукт — это «Старт». Там выдаем до 2 миллионов нашим предпринимателям, которые демобилизованы, под 1% годовых на запуск своей идеи. Единственное там требование было обученные в центре «Мой бизнес» основам предпринимательства. В прошлом году 2 курса было центра «Мой бизнес». В этом году вот буквально вчера стартовал этот проект, да, и вновь в 2026 году. Ну и, конечно, пока вот эти мероприятия проводятся, все равно же люди возвращаются, да, и они ищут себя, уже в новой среде, да, и начинают потребность. Вот где бы еще получить микрозайм, мы просим, ждите вот обучение центра «Мой бизнес». И потом я в последний момент уже говорю, давайте меняем продукт, пусть любой курс по основам ведения предпринимательства, онлайн, не онлайн, вузы, не вузы, там какие-то вот фрилансеры, которые обучают. Главное, чтобы сертификат был, и вы уже подпадаете под это требование. Продукт тоже адаптировали под потребность. Очень много предпринимателей, людей ходят за консультацией. Консультаций очень много. Пока заявок не так уж много, но тем не менее мы ожидаем, что их будет много. Буквально сегодня вот мы получили весь список обучившихся, да, вот, в центре «Мой бизнес», их там порядка 70 слушателей. Мы их будем детально каждого отрабатывать сейчас, на этой неделе, на следующей неделе. Может, узнаем причину, почему они после обучения не обратились за льготным займом. Возможно, у них деньги у самих есть. Возможно, они еще не стали предпринимателями, да, то есть мы причину выявим, возможно, где-то тоже продукт немножко поменяем. Сейчас вот должны продукт поменять в плане того, что
и родители участника, да, могут претендовать под эту льготную ставку 1% годовых для старта. Потому что многие, конечно, вот возвращаются грузом 200, да, умирают. У родителей же тоже есть идеи там, предпринимателям. Раньше было супруга, дети и все. Сейчас мы добавим родителей. Потом второй продукт — это старт. Это вот уже те предприниматели, которые уже ранее работали, там, кто заключил контракт, кто на мобилизацию, и вернулись, и продолжают свою предпринимательскую деятельность. Мы им выдаем уже не 2 миллиона, серьезную сумму, до 5 миллионов рублей на развитие бизнеса под 5% годовых. Здесь только сам демобилизованный предприниматель претендует на эту большую сумму. Здесь мы что поменяли? Вопросы были с кредитной историей. Я ранее уже говорил, что мы под контролем Центрального банка Российской Федерации, и они, конечно, кредитную историю очень строго смотрят. Да, и кредитный рейтинг, и кредитную нагрузку еще смотрят. Да, да. И мы очень много... Было пару заявок, где предприниматели не смогли взять из-за кредитной истории. И мы увидели, что, находясь в зоне специальной военной операции, конечно, там люди выходят на просрочку. Где-то недобросовестные финансовые компании могут и отсрочку не предоставили. Может, кредитные истории подпортили, да, может, в ранее не было, поэтому не смогли оплатить. В этом случае они нам предоставляют свой ликвидный залог и получают микрозайм. У нас вот в истории был один предприниматель, который вокруг себя собрал демобилизованных предпринимателей, заключил контракт, договоры аренды заброшенных производственных гаражах, вот этого ДОСААФ, и получил микрозайм, заложив свой частный дом на ремонт и восстановление. Ну, вот этих, и внутри этих помещений они открыли кучу производств. То есть и он, как руководитель ассоциации всех демобилизованных ребят, вовлекает в предпринимательство. То есть он такой создал своеобразный кластер, да? Да, свой кластер создал. Мы его на федеральном уровне тоже рассказали, сказали мониторить. Если это выстрелит, конечно, по всей России же заброшенных складов, гаражей ДОСААФа же много. И поэтому, возможно, этот проект, если выстрелит, да, уже выстреливает, могу сказать, потому что те предприниматели, которые там начали работать в производстве, как разнорабочие, начали уже обучаться вот в программах Центра «Мой бизнес», чтобы получить потом льготные микрозаймы в фонде. Покупая оборудование, они размещаются в этих помещениях, да, и начинают уже своим производством заниматься. Здесь, конечно, я понимаю, что вот для них время очень важно, да. То есть, если мы будем бюрократическими моментами заниматься месяцами, да, человек просто забьет на эту идею. Поэтому пока идея, глазки горят, мы должны максимально постараться помочь. Вот в ходе консультации обязательно объясняем, да, почему стоит брать в фонде развития предпринимательства. Я в районы выезжаю, мне говорят, а что ты впариваешь нам, чтобы мы в долги залезли? Я говорю, вы все равно где-нибудь в долги залезете, да, вот жизнь она такая, да, то есть, но я вам рассказываю, что есть мера господдержки, вот, например, 5 миллионов на 3 года у фонда возьмете. Это вот текущий платеж где-то 180, говорю, да, 160-180 тысяч рублей. И они мне говорят, я столько же в Сбере плачу. Я говорю, давайте детально рассмотрим. 180 вы оплатили, из них в фонде 160 — это основной долг, 20 — это проценты. У нас вот как раньше в Россельхозе были дифференцированный платеж. И в концу 3-го года вы там где-то 140 оплатите, из них 138 тысяч будет основной долг, а 2 тысячи — это процент. А в банках у вас как? В банках у вас 180 — это разделено следующим образом. 160% первое время, да. 20 основной долг. Вы сразу почувствуете разницу. Тело кредита совсем мизерное. Да, конечно, они, когда наш перечень документов смотрят, просто забивают, онлайн там заявку отправили, там быстро им одобрили. Да? То есть с нами стоит работать, стоит, конечно, напрячься, да, по сбору документов. Ну, слава богу, есть Центр «Мой бизнес» во всех наших районах Республики Саха-Якутия. Они очень помогают предпринимателям из районов получить микрозаймы. Мы это уже видим, и в портфеле видим, ну и, конечно, и в работе видим. Да, и в завершении нашей передачи я говорю, что вы можете перейти на сайт фонда прямо сейчас по QR-коду, который вы видите на экране, и посмотреть,
и о фонде информацию, и посмотреть, какие продукты сейчас действуют. Ну и, конечно же, там есть все контакты, и вы можете обратиться в фонд за устной консультацией, либо подойти уже непосредственно встретиться с Петром Федоровичем. Я благодарю вас за интервью. Очень интересно было послушать о работе фонда, о том, какой вклад вы вносите вообще в развитие экономики нашего региона. Спасибо вам большое. Спасибо. Вам спасибо. Как мы видим из интервью, Фонд развития предпринимательства Республики Саха-Якутия нашел ту самую золотую середину между рискованным кредитованием и финансовой безопасностью. Сокращение просрочек при росте портфеля – это не закручивание гаек, а скорее переход к более адресной и качественной работе с каждым предпринимателем. Сам собой напрашивается вывод, что деньги фонда реально доходят до земли. Мы увидели, что 55% получателей – это районы, а такие антикризисные продукты, как ставка в 1%, для пострадавших от ЧС и паводков работают не на бумаге, а помогают людям сохранить дело в критической ситуации. И да, это не создает неравных условий, а работает как скорая помощь там, где обычный банк уже не спасает. И третий, самый важный сигнал. Фонд сегодня – это не просто финансовая структура, выдающая деньги под залог. Эксперименты с креативными индустриями и отдельная программа для участников СВО показывают, что институты развития в Якутии учатся оценивать не только движимое и недвижимое имущество, но и человеческий капитал, потенциал, идеи и заслуги перед республикой. С вами была Рита Якушева и передача «Про деньги». До новых встреч в эфире.